Запустимся. Добрый день, слушатели нашего вебинара. Сегодня у нас тема «Использование речевого сопровождения при выполнении упражнений с детьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата». Короче говоря, будет тема «Речевой театр». Давайте немножечко вспомним, что же такое ДЦП? Это патология, связанная с поражением центральной нервной системы. Двигательные расстройства сопровождаются нарушениями зрительными, слуховыми, тактильными. Часто ДЦП отягощаются задержкой психического развития, умственной отсталостью, психическими расстройствами, неврозами. Эта категория детей нуждается в ранней комплексной помощи. Это поможет ребенку быстрее социализироваться, стать полноправным членом большого социума. Не все дети-инвалиды имеют возможность пользоваться современными, высокоэффективными российскими, а тем более зарубежными технологиями реабилитации. Дети, живущие в сельской местности, не получают даже реабилитационного минимума. Значит, необходимо создавать программы, которые дадут возможность ребенку-инвалиду получать комплексную реабилитационную помощь, не выходя из дома. Без ежедневного привлечения специалистов-реабилитологов, без применения дорогостоящего импортного оборудования. Одна из таких программ, предложена Ириной Малюковой, называется «Театр исцеляющих и развивающих движений. Комплексные упражнения творческого характера». Вот я вам покажу такую книжку. Такая красивая, мальчик сидит на большом ортопедическом мяче. Он себя представляет зайчиком, у зайчика уши. И у мальчика мальчик своими руками показал ушки. Когда я начинала работать с детьми с поражением опорно-двигательного аппарата, а это было более 30 лет назад, у меня сразу возникла мысль, что только игра является помощником в коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП. Когда в 1989 году открылся садик для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, он был круглосуточным. Воспитатели вечерами садились с детками, а детки были и с поражением, и с заболеваниями ДЦП, детки с ортопедическими заболеваниями. Всем нужна была суставная гимнастика. Вот воспитатели садились с детками в кружок и стопами работали. Сгибали, разгибали, сжимали пальчики. Но это казалось таким монотонным, неинтересным. Дети порой вставали и уходили, потому что им некогда, неинтересно было заниматься. Так как одним из приемов и методов адаптивной физической культуры является игра, то надо запомнить, что тут происходит лечение с помощью игры. Ребенок с ДЦП – это особенный ребенок, и подход к нему должен быть особенный. Работая с детьми-инвалидами, составляя свои программы, я шла по правильному пути. Вот когда мне попала в руки эта книжка, я поняла, что я все делала правильно. Использование детских стихов, песен, потешек, воздействующих одновременно на двигательную, интеллектуальную, эмоциональную, речевую, познавательные функции сферы ребенка развивают не только движение ребенка, но и его творческие способности, вовлекают биоэнергетические ресурсы собственного организма. В процессе выполнения упражнений с творческим компонентом стимулируется межполушарное взаимодействие. Разберем, что это такое. Открытие американским ученым в сфере явления асимметрии мозга позволяет предположить, что если ребенок выполняет упражнения механически, под монотонное раз, два, три, четыре, потому что этого требуют взрослые, педагоги, врачи, родители, то у него работает только левосторонняя рассудочно-логическая половина мозга. О сопровождении движений веселыми стихами, песенками, потешками в исполнении взрослого, а еще лучше самого ребенка, когда ребенок заучивает эти стихотворения, эти потешки, это привносит в занятие элемент творчества, игры, непосредственности, а самое главное –
включают в работу правостороннюю образно-эмоциональную часть мозга. Осуществление движений такого типа требует создания принципиально новых нейронных связей. Расширяются резервные возможности головного мозга ребенка, происходит развитие межполушарного взаимодействия, синхронизация работы полушарий. Выход был один – обращение к исторически сложившимся способам восстановления здоровья, к движениям и действиям. В России всегда существовала оздоровительная система, складывающаяся веками и тысячелетиями, и суть этой системы в использовании магической силы слова. Слово встречало ребенка на пороге жизни. Словесный контакт мамы и ребенка продолжается в течение всего дня. Мама пела ребенку пестушки, которые сопровождаются массажем и гимнастикой. Разные физические упражнения, которые родители делают с младенцем, превращаются в интересную игру. Для крохи, который только появился на свет, большое значение имеет знакомство с собственным телом. Например, для чего сыночку ножки? Гладим ножки. Чтобы бегать по дорожке, топаем по пеленке ножками. Для чего, дочурки, ушки? Находим и гладим свои ушки, чтобы слушать погремушки, гремим погремушкой. А для чего, сыночку, глазки? Трогаем бровки и глазки, чтобы смотреть на мир окраски. Колыбельные песенки, которые пела мама, они не только успокаивали и усыпляли детей, но и окружали атмосферной любви и нежности. Наша доченька в дому, что оладушек в меду, что оладушек в меду, сладкое яблочко в саду. Игры ладушки-ладушки, сорока-белобока – это не только забавы для дитя, но и массаж ладоней, укрепление мелких мышц, разработка суставов – это уникальная пальчиковая гимнастика. Использование стихов, потешек, песен для пробуждения ребенка утром или после дневного сна тоже помогает ребенку плавно перейти от состояния сна к бодрствованию, создает хорошее настроение на весь день. Глазки открываются, глазки просыпаются, потягушки-ножки, потягушки-пяточки, ручки и ладошки, сладкие ребяточки. Ребенку намного приятнее войти в состояние бодрствования после таких ласковых, нежных стихов, чем после слов «вставай», «пора вставать», когда еще с ребенка стягивают одеяло. Он еще тепленький, ему надо проснуться. Вот только таким способом можно добиться хорошего настроения ребенка. При использовании устного народного творчества повышается эмоциональный фон занятия. Веселые стихи, потешки, маленькие песенки превращают упражнения из сухого набора движений в увлекательную игру. Девизом здесь становятся слова «лечить, играя». Стихи, песни, пестушки, они всегда наполнены ласковыми, добрыми словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Солнышко, колоколнышко, котя-котенька, каток, котя серенький лобок, травушка-муравушка, зайенька, пойдем в лес, серенький, пойдем в лес. Использование таких слов очень нравится детям, особенно маленьким, да и старшим деткам тоже они нравятся. Не надо забывать о том, как они произносятся. Ласково, нежно, с любовью. Теперь немножечко разберем мою авторскую программу «Суставная гимнастика». Примеры, несколько примеров я приведу вам. Когда вот она была только разработана в 90-х годах, и потом впоследствии все что-то усовершенствовалось. Программа рассчитана на упражнения на все суставы рук, на суставы ног. И начиналась обязательно гимнастика суставная с хождения с высоким подниманием ног, схождения на месте. Если ребенок не мог самостоятельно ходить, то он сидит на стульчике и выполняет упражнения.
Встань, малыш, еще разок. Сделай маленький шажок. Топ, топ, топ. Мы догоним козлика, мы догоним ослика. Топ, 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 топ. Будет время, и малыш, далеко ты побежишь. Топ, топ. Под ножки можно ребенку положить мешки с наполнителями. Наполнителями могут быть фасоль, горох, бобы, греча, чтобы раздражались стопы ребенка. После упражнения начинается самомассаж ног. Исходное положение, сидя на стуле. Поглаживание ног ладошками. Мы погладим свои ножки, чтобы бегали по дорожке. Пощипывание ног пальчиками. Это у нас пчелки. Налетели, налетели, налетели пчелки. Жжж. Похлопывание по ногам. Кыш-кыш, улетайте. Кыш-кыш, не кусайте. А потом снова поглаживание ног. Полюбили свои ножки. Мы согрели их немножко. Потопать ножками. Топай-топай ножками, красными сапожками. Топай-топай ножками, синими сапожками. Если скажешь только красными сапожками, то ребенок заметит, мальчики заметят. А у нас синие сапожки. Вот тут вот и делаем упражнение и с красными сапожками, и с синими сапожками. Побежали ножки. По камушкам, по ровненькой дорожке бежали наши ножки в ямку. Бух! А там петух. Можно покукарекать, сделать дыхательное упражнение. В исходном положении, сидя на стуле, правую ногу положить на колено левой, затем ноги поменять. Начинается самомассаж стоп. Поглаживание стоп ладошками. Стопы наши мы согреем, чтобы было веселее. Вот так, чтобы было веселее. Потом пощипываем стопы пальчиками. Пощипали пальчиками стопы. Будут бегать наши ножки по дороженькам и тропам. Пощипали правую, сделали упражнение с правой ногой, а потом с левой. Дальше самомассаж стоп ребром ладони. Наши руки, как пила. Жик, 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 жик. Постукивание кулачком по стопам. А теперь как молоточек. Тук-тук, тук-тук. Поглаживание стоп ладошками. Стопы мы с тобой согрели. Стало ножкам нашим теплее. Дальше растирание каждого пальчика. Девочки и мальчики, растираем пальчики. Пальчик Миши, пальчик Гриши, Димы, Саши, Николая, пальчик Маши, пальчик Светы, Юли, Оли, Ермолая. Перечислить желательно имена всех детей. Дальше сжимание пальчиков. Обе ноги стоят на полу, одновременно сжимаем пальцы на руках и на ногах. Вот как пальчики играют. И мизинец, и большой, указательный и средний, безымянный. Вот какой. Посмотрите, наши ножки лихо пляшут у ребят. Посмотрите, наши ручки веселятся и шалят. Дальше самомассаж стоп массажным мячиком. Прокатывание мячика от пятки до носка в исходном положении, сидя на стуле. Мы катаем мячик, катаем мы колючий. От пальчиков до пяточек катаем мы колючий. Вперед-назад катаем мы колючий. Мячик прокатывается сначала одной ногой, а затем другой. Самомассаж можно провести с помощью гимнастической палки. На полу лежит палка, ножки поставить на палку. Прокатываем палку стопой вперед-назад. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку, забияку, обезьяну, попугая. Вот компания какая! Детки быстро запоминают эти стихотворения. Или использование примеров устного народного творчества. Упражнение с гимнастической палкой для суставов рук. Варим кашу и щи. Палка удерживается двумя руками, имитируется движение помешивания супа в кастрюлю. Держим палку и вот так вот работаем. Сначала движение проводится в одну сторону, а потом в другую сторону. Ой, люли, люли, люли,
Кабы щей нам налили, кабы каши комок, я бы в чашке растолок. А вот упражнение творческого характера из программы «Театр исцеляющих и развивающих движений». Вот еще раз вам покажу эту книжку. Формирование движений ребенка ведется по классической схеме, отражающей онтогенетическую последовательность. Онтогенез – это индивидуальное развитие организма. Как происходит развитие ребенка от рождения с рождения, какие движения начинаются у ребенка. Упражнения разбиты на следующие комплексы. Для формирования вертикального положения головы ребенок ведь сначала должен научиться держать голову, потом укрепление мышц шеи. Для развития тренировки реакции опоры и равновесия рук ребенок, лежа на животе, приподнимается на руках, у него начинается реакция опоры. Для укрепления мышц рук спины, ног, брюшного пресса. Для преодоления сгибательно-приводящих установок верхних конечностей. Мы уже говорили о том, что у детей с последствиями ДЦП, особенно у детей со спастическим гемипарезом, рука прижата к туловищу, ладонь повернута назад, рука немножечко согнута. Упражнения для формирования поворотов туловища, для преодоления сгибательно-приводящих установок нижних конечностей у детей с ДЦП, которые ходят, детки, либо у них широко расставлены ноги, либо коленки близко приведены друг к другу. А детки, которые со спастической диплегией, которые не ходят, у них часто бывает перекрест ножек. Следующее упражнение для формирования умения ползать на четвереньках, для формирования функций сидения, умения самостоятельно садиться и вставать, для координации движения, для тренировки равновесия, для тренировки гибкости позвоночника. Например, какие упражнения предлагаются в этой программе для речевое сопровождение для формирования вертикального положения головы? В исходном положении лежа на спине подъем и опускание головы. Мы уже говорили, что деткам с ДЦП сложно бывает поднять голову в исходном положении лежа на спине, потому что у них нарушена координация между работой мышц. Мышцы спины, они расслаблены, а грудные мышцы, они спазмированы. И вот координированность этих движений мышц нарушена. Мяч приближать к груди ребенка и удалять вдоль тела к ногам. Упражнение выполняется с помощью взрослого. Взрослый свою руку подкладывает под голову ребенка и помогает ее приподнимать. Мой веселый и звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой. Прокатывая мячик от ног ребенка до груди. Или упражнение для формирования умения ползать на четвереньках. Ведь многие дети, они как бы не дошли еще до этого этапа ползания на четвереньках, маленькие. Их надо учить ползать на четвереньках, потому что, не пройдя этого этапа, ребенок не сможет встать на коленки, и будет нарушен дальше онтогенез движения. Правой рукой и правой ногой сделать шаг вправо, приставить левую руку и ногу, вернуться в исходное положение, тоже сделать в левую сторону, левой рукой и левой ногой. Ножки-ножки, где вы были? За грибами в лес ходили. Русская народная потешка. Упражнение для преодоления сгибательно-приводящих установок верхних конечностей. Прямые руки вдоль туловища. Поднимание рук через стороны вверх с последующим возвратом в исходную позицию. Руками как бы ловим ветер. Ладони максимально раскрыты. Знаете, что у деток с ДЦП руки сжаты в кулачок, большой пальчик находится внизу под 4 пальчиками, а здесь надо добиваться, чтобы ребенок раскрыл кисть свою. Ему в этом надо помочь. Ветер, ветер, ты чудак. Что ты дуешь просто так? Если вправду ты силач, то надуй футбольный мяч. Упражнение для укрепления мышц шеи. Наклоны головы к правому и левому плечу.
стараться ухом коснуться к плеча. Здесь запомните, была ортопед, очень уже в почтенном возрасте, она, к сожалению, ее уже нету, она всегда нам говорила, с шеей надо обращаться на «вы». Никаких резких движений. Теперь очень часто бывают заболевания в области шейного отдела позвоночника, поэтому плавные движения, никаких резких движений, никаких толчковых движений. Ну и такое речевое сопровождение. Головой кивает слон, он слонихе шлет поклон. Наклонили голову к правому плечу, к левому плечу. Поделайте вместе со мной. Стараться дотянуться ухом, коснуться плечика. Одно. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Сидя на полу, ноги в стороны. Поочередное поднимание ног. Колени прямые, постепенно увеличивать амплитуду движения. Мастер, мастер, помоги! Прохудились сапоги. Забивай покрепче гвозди. Мы пойдем сегодня в гости. Детки представляют себя мастером, который ремонтирует сапоги. Можно спросить у них, чем забивает гвозди мастер в сапоги, как это он делает. Ребенок постучит кулачком об кулачок и изобразит, как мастер ремонтирует сапоги, которые прохудились. На ортопедическом мяче, мы тоже уже много говорили про упражнения на ортопедическом мяче, для тренировки равновесия. Сидя на мяче, прямые руки над головой, кисти в замок, наклоны вперед с опусканием рук вниз вперед. Я на камушке сижу, я топор в руках держу, я все колышки тешу, огород гаражу. Русская народная потешка. При подъеме рук вверх максимально откинуться назад. Для формирования функции сидения. Взрослый удерживает ребенка сзади, производя легкие покачивания из стороны в сторону. Ваня, Ваня, простота, купил лошадь без хвоста. Сел он задом наперед и поехал в огород. После прочтения стихотворения попросить ребенка подсокать язычком, изображая стук копыт лошади. Или упражнение для формирования функции сидения. Взрослый сидит сзади ребенка, ритмично надавливая на плечи ребенка, выполняя раскачивание вверх-вниз. Скок, скок, поскок, молодой дроздок, по водичку пошел, молодичку нашел. Молодиченька, невеличенька, сама с вершок, а голова с горшок. Или релаксация на мяче. В исходном положении, лежа животом на мяче. Ой, качи, 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 что рождается в ночи? На болоте ветерок, в поле серый мотылек, в небе звезды и луна, а в нашем доме тишина. И покачиваем ребенка вперед, назад, или из стороны в сторону, вправо, влево, медленно, тихо, спокойно, чтобы ребенок мог расслабиться после выполненных упражнений, чтобы мышцы его отдохнули. Бывает даже так, что детки и засыпали на ортопедическом мячике. Какие же принципы коррекционной работы? Начинать реабилитационную работу с детьми надо, конечно, как можно раньше. Сопровождать речью действия с ребенком во время игры, прогулки. Почему надо раньше начинать? Конечно, именно с младенческого возраста, а ведь дети, которые живут в отдаленных районах, поселках, в районных центрах, они, если раз в год съездят в санаторий или полежат в больнице, они не получают никакой реабилитационной помощи. Вот тут вот теряется время. В городе как-то еще больше ребенок получает такую реабилитационную помощь, а вот в отдаленных районах
Это отсутствует. Поэтому здесь именно родители должны стать реабилитологами для своих детей. Поэтому обучение родителей детей-инвалидов должно быть обязательно. Родители часто говорят, мы все знаем. Не может человек знать все. Если родители знают много, то все знания надо отдавать на благо своего ребенка. В процессе занятий внимательно следить за состоянием ребенка. Длительные занятия вызывают утомление и раздражение. Творческие упражнения – это игровые процедуры, поэтому сопровождение движений речью должно носить яркую эмоциональную окраску. Ребенок ведь входит в образ. Вот когда он превращается в лошадку, прыгая на мячике, он же входит в образ лошадки. Или он делает упражнение на гибкость позвоночника, ему предлагается вспомнить, а как кошечка встает, просыпается, как она подтягивается, как она прогибает спинку. Покажи, как она прогибает спинку, как она ее выгибает. Ребенок вспоминает движение кошечки, он входит в ее образ, в образ кошечки и повторяет. У него и воображение развивается, он же повторяет эти движения. Если ему один раз показать, он ведь запомнит, и он начинает выполнять это самостоятельно. Движения взрослого в процессе помощи ребенку должны быть плавными и аккуратными. Ну и обучение родителей детей-инвалидов. Это обязательно. Никакие усилия врачей, медсестер и массажистов, никакие новейшие методы реабилитации не смогут помочь ребенку, если родители не поставят перед собой цели, задачи помочь ему. Возможность успешной реабилитации в первую очередь зависит от терпения родителей, от их желания помочь своему ребенку, от ежедневной, кропотливой работы с ним. Забота о ребенке – это тяжелая обязанность и большая ответственность. Но если родители готовы работать, если рядом есть помощники в лице воспитателей, куда ребенок приходит в детский сад, воспитателей вдумчивых, которые вдумчиво относятся к своей работе. Работа ежедневная, упорная, работа, продвигаясь маленькими шагами, то результат обязательно будет. Пусть крохотный, но результат. Это будет родительская победа и победа их ребенка. Большими шагами не надо идти вперед. Маленький шажок. Научился ребенок передвигать руками, когда он ползает. Значит, он учится дальше передвигать ногами. Потом он учится координированным движением рука-нога. Учится ребенок. Для того, чтобы ведь ребенок научился ходить, ему надо научиться стоять прежде. Надо ведь ребенку преодолеть этот страх, который в нем сидит, страх того, как сделать первый шажок. Вот порой поставишь ребенка к стеночке и говоришь, ну иди ко мне, иди. А он боится оторваться от стенки. У него страх очень глубоко сидит. И вот именно такими вот стихами, потешками, ласковым голосом, ни в коем случае не криками, не окриками, ребенок будет доверять тебе и сделает обязательно свой первый шажок. Он научится стоять, он научится вставать со стула. Обязательно он этому научится, если этому ребенка учить. А чтобы заниматься, чтобы учить, это надо делать ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в бытовых действиях. Конечно, воспитателю невозможно постоянно, у него и так хватает деток. Обязательно должны работать родители в бытовых условиях. Я уже рассказывала, готовит мама обед, посадила рядом ребеночка за стол, дала ему картошку. И пусть он перекладывает эту картошку из тарелки в мисочку, из мисочки в тарелку. Поработал одной рукой, поработал другой. Дали ему морковку, пусть перекладывает морковку. Дали ему помыть, мисочку помыть. Конечно, может быть много разлито воды, может быть тут и целый поток устроен. Но ребенок-то ведь учится движением. Он ведь обучается этому. Где же он научится?
если не в бытовых условиях, вместе с мамой. Это уже занятие. Совершенно не занятие, которое не проводится специально. Так, обиходом, так по-обыденному в бытовых условиях ребенок будет выполнять те или иные движения. Вот на этом я хочу закончить наш вебинар. Всего хорошего. Копилка ваших знаний пополнилась. Всем желаю творческих успехов. Всего хорошего. И в первую очередь желаю всем здоровья. До свидания.